Здравствуйте, дорогие туркменистанцы! Салам хурматлы ватандашлар! В Туркменистане люди продолжают бороться с коронавирусом, который на данный момент затронул весь мир. Наиболее уязвимая группа в борьбе с этим коронавирусом оказались врачи и медицинский персонал. Ведь, отрицая наличие коронавируса в стране, Бердымухамедов подверг смертельной опасности весь медицинский персонал, потому что прямые контакты с больными увеличивают риск заражения коронавирусом медицинского персонала. Ввиду недостаточного обеспечения средствами индивидуальной защиты, а также отсутствия лекарственных препаратов, очень много людей умерло и среди медицинского персонала. Медицина за эти годы потеряла всю ту школу, которая была раньше. Лаборанты просто подтасовывают результаты, а порой не могут сделать правильный анализ крови. Сказать, что они не могут провести исследование на коронавирус и что у них все время отрицательные показания, это, скорее всего, бред. В настоящее время, когда разработаны новые тест-системы, в определении коронавируса стало намного легче, чем это было в начале вспышки заболевания. Да, первое время медики в Туркменистане не справлялись с лечением этой болезни. Все лечение было направлено на те симптомы, с которыми сталкивались больные во время заражения этим вирусом. Потому что вначале не было выделено никаких стадий течения коронавируса. Но в последующем, когда стали возможны некоторые контакты наших медиков с российскими специалистами, а также с зарубежными специалистами, и информации стало намного больше, стали учитываться все моменты течения и осложнения этого заболевания. Врачи жаловались на страх и безысходность своего положения. У многих врачей были психологические срывы. Никаких материальных привилегий им так и не было выделено. Зарплаты не поднимали, премии не выдавали, а ведь врачи уходят в красные зоны, то есть места, где находятся больные с коронавирусом, на круглосуточную работу. До 3 недель находится медицинский персонал в стационарах. Врачи жаловались на ужасное отношение со стороны сотрудников правоохранительных органов. Жить в этом страхе невозможно. Мало того, что болезнь смертельная, так еще и постоянные угрозы. Нас забирают в эти карантинные зоны на месяц. И ничего мы за это не получаем, кроме обвинений и угроз. Все время попрекают деньгами. Наша жизнь никому не нужна. И почему мы должны отдавать ее, не получая взамен ничего? Заболела я и мой муж, и моя свекровь. Кто будет отвечать за то, что я принесла из больницы домой этот вирус? Кто оплатит нам это лечение? Сказала один из врачей, переболевшая коронавирусом. Многие граждане не совсем понимают смертельную опасность вируса от тех граждан, которые переболели этим коронавирусом бессимптомно. Учитывая, что тесты не проходят, в семьях болеет по несколько человек, вирус однозначно передается. В Лебапском вилаяте болеют целыми семьями. При этом вирус проявляет себя по-разному даже в одной семье. У людей старшего поколения, конечно, заболевание протекает сложнее, потому что организм начинает бороться не только с этим коронавирусом, но еще с теми побочными заболеваниями, которые есть у этих людей. Люди старшего поколения должны быть предельно осторожными, чтобы постараться не заболеть этим коронавирусом. Опасность этого вируса заключается в обострении всех тех заболеваний, которые есть у человека. Но у каждого болезнь протекает по-разному, следовательно, и лечение назначается индивидуально. У кого-то болезнь протекает в легкой форме, у кого-то в тяжелой форме. Предугадать форму течения этого заболевания невозможно. Этот вирус не выбирает, богатый или бедный, болеют все. Но только в нашей стране, если у тебя нет денег, ты не можешь себе обеспечить лечение, ты обречен. Огромное количество людей, у которых не было средств на все это лечение, умирали.
Хотя знаем и тех, у кого организм просто не смог справиться с этим заболеванием, несмотря и на наличие у них денег и возможность провести лечение. К нам обращаются много людей, и мы стараемся всем помочь, всем тем, кто звонит нам и пишет. Но вы должны стараться уберечь себя. Носите маски, держите дистанции, обрабатывайте все, что вы приносите домой, от мобильных телефонов до продуктов питания. Берегите себя и своих близких.